В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Пшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске знаменательная дата – 17 лет акту о государственной независимости Абхазии. Пилотный проект запущен. В Гагре заработает мусороперерабатывающий завод. Краски осени Абхазии в полотнах художников. Открылся 4-й международный арт-пленэр. Сегодня президент Рауль Хаджиба принял генерального прокурора Нурия Тания. Генпрокурор доложил президенту о текущей работе ведомства и отметил, что реорганизация, проведенная в Генпрокуратуре в феврале этого года, является неэффективной. В связи с этим, по словам Тания, будет проведена плановая реорганизация, не выходящая за рамки штатного расписания. Генпрокурор сообщил о своих планах реорганизовать и восстанавливать экологическую прокуратуру. Нури Тания также отметил, что необходимо создание такой штатной единицы, как старший помощник генерального прокурора по надзору за изолятором временного содержания. Планируется разделить уголовно-судебное управление на отдельные управления, доложил президенту генпрокурор. Что касается громких уголовных дел, Таня заверил, что они находятся под контролем и в ближайшее время будут направлены в суд. Что касается последнего случая побега из СИЗО Дранда, Нури Тания сообщил, что по этому делу к суду привлечены 9 сотрудников СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба президента. Сегодня в Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия прошел круглый стол, участники которого обсудили проект соглашения с Российской Федерацией о положении о совместном и информационно-координационном центре органов внутренних дел. В обсуждении приняли участие статс-секретарь, заместитель министра внутренних дел Эдита Цвинария, юрист Алхас Асланзе, экс-генпрокурор Алексей Ломия, председатель Центральной избирательной комиссии Батал Тапагуа. В ходе обсуждения затрагивался и вопрос возможного ограничения суверенитета Абхазии. Высказывались различные точки зрения. Алексей Ломия подчеркнул, что соглашение об ИКЦ не представляет никакой угрозы для суверенитета Абхазии. Скептикам нужно окунуться в правоохранительную рутину, чтобы понять значимость этого центра, который может послужить мостиком, связывающим правоохранительные органы Абхазии и России, сказал он. Юрист Алхас Асланзе отметил, что любой международный договор затрагивает суверенитет, и это не обязательно должно быть плохо. У юриста имеются рекомендации и замечания к проекту. По словам замминистра внутренних дел Эдиты Цвинария, основной задачей центра является сбор, обобщение, анализ информации, планирование и координация совместной деятельности против организованной преступности. В результате долгих переговоров задачи наша сторона настаивала на том, что сохранились те, которые уже указаны в статье 10 основного, то есть о союзничестве и стратегическом, за рамки которого Министерство внутренних дел не вышло. Вот. И штатные единицы спустились до 20. Сегодня, 12 октября, исполнилось 17 лет со дня подписания акта о государственной независимости Республики Абхазия. 12 октября 1999 года под актом о государственной независимости Республики Абхазия поставили свои подписи президент Республики Абхазия Владислав Ардзенба, спикер Народного собрания Сократ Джинджолия, депутаты парламента второго созыва. Ранее 3 октября 1999 года в Абхазии состоялся референдум об отношении граждан к действующей Конституции. Конституция Республики Абхазия, принятая Верховным Советом Республики Абхазия 26 ноября 1994 года, являлась правовым оформлением созданного независимого государства Республики Абхазия АПСНА. Референдум проводился одновременно с выборами президента Абхазии. На день проведения референдума на территории Абхазии проживало 219 534 граждан, имеющих право голоса, то есть 58,5% от довоенной численности избирателей. В голосовании приняло участие 87,6% граждан, внесенных в избирательные списки, что составило более половины от довоенной численности избирателей. 97,7% проголосовавших одобрили действующую Конституцию. 12 октября 1999 года по итогам референдума и был принят акт о государственной независимости Республики Абхазия. Надеюсь, хотел бы надеяться, что самое страшное у нас позади, а самое трудное у нас впереди. Ничего себе сказать, радужные перспективы рисовал президент. Но я думаю, что жизнь – это всегда борьба и в жизни одного человека, и для народа, поэтому борьба за
независимая и государственная, она должна продолжаться, несмотря на все трудности и проблемы. Я думаю, в конечном итоге мы достигнем своей цели. Прошу поднять руки тех, проголосовать за акт о государственной независимости Абхазии. Прошу опустить. Кто против, кто воздержался, единогласно. Поздравляю вас. Акт о государственной независимости подписывают президент Республики Абхазия Владислав Арценба, спикер парламента Сократ Джинджулия и депутаты Народного собрания. Вопросы учета и возвращения объектов различных форм собственности, которые до сих пор не работают, обсуждались в ходе встречи президента Рауля Хаджимба с председателем Государственного комитета Абхазии по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтангом Пипие. Объекты находятся в разных формах собственности или переданы в соответствующие арендные отношения, но при этом за все это время ничего не сделано, подчеркнул Рауль Хаджимба. Глава государства добавил, что готовятся материалы по всем объектам, которые не действуют. На их основе будут приняты соответствующие решения по возвращению их в собственность государства для последующего определения судьбы этих объектов. Председатель Госкомитета подчеркнул, что был проведен экономический анализ функционирующих предприятий, и есть предприятия, где арендная плата от общего дохода составляет низкий процент. Что касается приватизированных объектов, Вахтанг Пипие отметил, что из 140 объектов более 30% сегодня не функционируют. Сегодня президент Абхазии Рауль Хаджимба провел встречу с представителями Союза художников республики. На встрече обсуждалась возможность реконструкции в 2017 году картинной галереи на улице Пушкина. По словам председателя Союза художников Адгура Ампар, здание необходимо отремонтировать, чтобы переместить туда картины, которые хранятся в различных помещениях. Сегодня в фонде хранятся более 4000 работ таких известных абхазских мастеров, как Александр Шивашин-Саджима, Варвара Бубнова, Борис Петров, Марина Эшба и других. Вы, наверное, прекрасно знаете, что существует здание, да, картинной галереи. Единственное, в течение долгого периода времени это здание, оно так в запущенном положении находится, и галерея ютится в тех помещениях, которые, в принципе, Союз художников им предоставил. Вот мы обращаемся к вам с просьбой, мы это зафиксировали в письме, по возможности помочь в разрешении этого вопроса. Работало бы, во всяком случае, после ремонта на долгие времена, как уже отработано строение. А иначе получится, что сегодня, по большому счету, мы сегодня говорим о каких-то небольших суммах, а потом, в конечном итоге, мы опять будем вкладывать большие средства, чем даже, может быть, и сегодня придется определяться с этим. Вице-премьер Республики Беслан Эшба провел заседание рабочей комиссии по ликвидации стихийного бедствия, произошедшего в ночь с 3 на 4 августа в Сухуми. Представители министерств, заинтересованных ведомств и главы районных администраций на заседании комиссии по ликвидации стихийного бедствия обсудили вопросы выделения компенсации пострадавшим, а также меры, которые могут обезопасить районы от подобных последствий в будущем. Как сообщил Беслан Эшба, компенсации пострадавшим планируется выделять из фонда президента. Размер выплат будет регулироваться по каждому случаю отдельно, исходя из нанесенного стихией ущерба. Первоочередную задачу, я хочу, чтобы Букс меня услышал. Значит, вот здесь вот обозначены 5 рек. В первую очередь мы смотрим их, чистим и приводим в порядок. Это река Басла, Сухумка, река Гариквара, Маякское озеро, безымянное которое, и река Адзябш, устье бухты. Вот по этим 5 рекам необходимо сделать в ближайшее время, самое ближайшее время расчеты и представить их сюда, на экспертизу пока, разумеется, и потом сюда. В первую очередь компенсируем имущество, жесткий контроль. С нашей стороны будут прикомандированы люди в администрацию города и работать со всеми. Ни один человек не должен остаться без внимания. Рассматривать отдельно каждое заявление в индивидуальном порядке. Поэтому начинаем двигаться по имуществу, смотрите, мониторите и начинаем выплату.
Сегодня в Гагарском районе был запущен пилотный проект мусороперерабатывающего завода. Проект осуществлен при поддержке президента Рауля Хаджимба. В ближайшее время в Гудаутском и Сухумском районах начнется строительство 2 других мусороперерабатывающих заводов при помощи инвесторов. Похоже, одна из наболевших проблем начинает решаться. Подробности в материале Рената Шакая. Введение в эксплуатацию мусоросортировочного завода – это первый шаг на пути перехода города к цивилизованному процессу сбора и переработки твердых бытовых отходов, а также к улучшению экологической ситуации в Гагре. Сортировочная линия позволяет перерабатывать до 1000 кубометров мусора, твердых и бытовых отходов ежедневно, в том числе и залежавшийся мусор. Как утверждают специалисты, чтобы полностью расчистить гагарскую свалку, потребуется от года до 1,5 лет. Благодаря президенту Республики Абхазия и главе администрации Гудаутского района они пригласили нас на территорию Абхазии для того, чтобы оказать помощь и содействие по очистке окружающей среды и территории. Запускаем этот проект для того, чтобы очистить, не только переработать старый мусор и привести его в порядок, а также на территории Абхазии, где существуют старые свалки, планируем их перерабатывать. Первый проект – это территория Гагры, первый пилотный наш проект. Следующий мы переходим в Гудаутский район, так там уже глава подготовил для нас территорию. И следующие Сухуми и Ачимчира. Огромная свалка, особенно в летний сезон, доставляет массу неудобств. Выйти на берег через ближайшую территорию практически невозможно, да и нежелательно. Свалка периодически горит. Буквально в 100 метрах от нее находятся жилые дома. Так вот, дети из этих домов часто попадают в инфекционные отделения. Едкий практически газ, понимаете, это же отходы. Здесь вокруг живут жители, которые постоянно жаловались. Летом особенно, комары, всякая нечисть, зараза всякая могла быть, и могло привести вообще к эпидемии. То есть в данный момент то, что происходит здесь, это все будет сопутствовать очищению экологии. С помощью современного оборудования рабочие отбирают от общей массы мусора стекло, пластик, металл, картон и бумагу, которые имеют потребительские свойства. Иными словами, сортируют его. Оставшийся мусор, не поддающийся вторичной обработке, утилизируется на полигоне. Это ленточный конвейер, на нем будет происходить сортировка. То есть отдельно будет сортироваться ПЭТ-бутылка, пленка, стекло, бумага, алюминий, металл и всякое такое. Отобранное сырье прессуется и формируется в специальные огромные урны для дальнейшей переработки, которая будет производиться тут же, на прилегающей территории. У нас будут здесь формы разные, они будут меняться и готовится тротуарная плитка, бордюр. Естественно, по назначению они все будут делаться. То есть мы будем менять, вот эти диваны лежат у нас прессы, они каждый будет вставляться по необходимости, какую продукцию мы хотим выпустить. Решение таких задач, как уменьшение количества отходов, извлечение вторичного сырья, безопасное устранение остатков твердых бытовых отходов после сортировки, позволит сберечь экологический потенциал страны, говорят специалисты. Это у нас пресс-машина, она будет прессовать нашу продукцию, то есть пластик и бумагу. И, естественно, потом отправляться. Уже завтра на этом заводе начнется сортировка мусора. Мусороперерабатывающие заводы – это, конечно, хорошо, но и они не всегда могут решить проблемы. Существует так называемый человеческий фактор, позволяющий организовывать несанкционированные свалки. Но это уже, как говорится, другая история. Рената Шакая, Саида Гухава, Абхазское телевидение. В Агу открылся 4-й международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии-2016». В Абхазском госуниверситете собрались художники Абхазии, России, Турции, члены Ассоциации независимых художников Абхазии, студенты и любители живописи. Международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии» проводится уже в 4-й раз. В этом году он собрал более 60 участников из Абхазии, Перми, Новосибирска, Москвы, Кабардино-Балкарии. Одним словом, границы арт-пленэра с каждым годом расширяются. Участников ожидают экскурсии по самым живописным местам Абхазии, мастер-классы именитых художников и, конечно же, написание новых картин. В Абхазии ощутила такую какую-то историю, все пропитано красотой, и у этих людей такая любовь к всему, что они делают, и это очень чувствуется гостеприимство. Очень красивое место, я надеюсь, нам всем удастся это передать в своих работах, и тоже уже побыстрее хочется начать работу.
На открытии арт-пленэра выступили руководители и участники делегации, начинающие именитые художники. Они говорили о пользе обмена опытом между абхазскими и российскими студентами. Абхазский государственный университет, который является одним из организаторов арт-пленэра, уделяет большое внимание развитию этого проекта. В скором времени в АГУ откроется отделение изобразительного искусства. Мы буквально на днях будем издавать приказ, согласно которому отдельным отделением у нас будет отделение искусств. Учебные планы уже будут не под подготовку педагогов, а подготовку профессиональных кадров, художников, в частности, дизайнеров, актеров, режиссеров. Одним словом, мы тоже меняемся. У нас очень много партнеров. В этом году проведение арт-пленэра в Абхазии совпало с пленэром московских художников. И теперь более опытные наставники смогут провести мастер-классы участникам абхазского арт-пленэра. Московское правительство посчитало правильным организовывать такой арт-пленэр в Абхазии. И так случайно совпало, даже сроки совпали. Без особой информации мы попали в сроки абхазского арт-пленэра. Чему мы очень рады. 4-й международный арт-пленэр сегодня принимает заслуженных художников Москвы. Мы работаем немножко пораньше начали уже. Мы уже ездили в Очимчирский район. Вчера посетили Каманы. Мы порисовали очень активно. Наши гости просто в восторге от Абхазии, от природы. Впереди у участников проекта «Творческая неделя». Их ожидает пленэр в самых красивых уголках республики. Лучшие работы художников, написанные в Абхазии, будут представлены на отчетной выставке. Сария Смырас, Тамур Гожба, Абхазское телевидение. Елизавета Логуа стала лауреатом суперфинала международного проекта «Салют талантов», прошедшего на днях в Санкт-Петербурге. Лиза выступала в части «Музыка», и по итогам конкурса ей присвоено звание лауреата первой степени суперфинала международного проекта «Салют талантов». Елизавета Логуа, учащаяся Сухумской детской музыкальной школы номер 4. Это класс педагога Багдасарян. Девочка всерьез увлекается музыкой и уже достигла больших результатов. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается облачная погода. Ночью и в первой половине дня без осадков. Со второй половины дня возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем плюс 25-27 градусов. Температура морской воды плюс 21 градус.